Дистанционный этап Акмолинской олимпиады, который стартовала 1 сентября 2013 года и проводилась среди школьников республики по 22 предметам, подошел к концу. А с 30 января по 1 февраля в Башкирском университете состоялся слет победителей первого этапа дистанционной олимпиады. Напомним, что прежде всего олимпиада проводилась с целью выявления и поддержки одаренных школьников, развития у них творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В Акмолинской олимпиаде приняли участие 9073 школьника. Из них победителями стали 276 человек. На слете ожидалось порядка 50 победителей по всем дисциплинам. Однако не все смогли справиться с нагрянувшими морозами. Собрались лишь самые стойкие. Но тем, кто приехал, посчастливилось на 3 дня окунуться в настоящую студенческую жизнь, которую им только предстоит познать. Ребята пообщались с выдающимися выпускниками БГПУ, приняли участие в экскурсиях по Уфе и университету, посетили занятия по разным предметам, побывали на тренинге по профориентации «Осознанный выбор» и посмотрели фильм Булата Юсупова «Визит». Нужно сказать, что лишь за прошедший год Центром развития одаренности школьников при БГПУ было разработано несколько проектов для школьников республики и столицы, среди которых не только Акмолинская олимпиада, но и умные каникулы и интеллектуальная игра «Умники и умницы», проводимые совместно с Уфимской метрополией. Юрий Шевчук, Земфира, Владимир Спиваков, Олег Киреев. Знает ли выдающихся музыкантов-земляков подрастающее поколение школьников? Это пытались выяснить организаторы интеллектуальной игры «Умники и умницы», которая проводилась в нашем университете. Команды, сформированные из числа учащихся школ, боролись за звание самого умного класса города. Цель проекта – выявлять способных ребят, дать им возможность раскрыть свои таланты и создать условия для их интеллектуального и духовного развития. Напомним, что подобная игра совместно с Уфимской метрополией уже проводилась в прошлом учебном году. Тогда ее участниками стали студенты, магистры и аспиранты БГПУ. Умники отвечали на вопросы, связанные с историей города Уфы. Теперь же школьникам предстояло вспомнить все, что они слышали из звездных новостей о наших земляках, и навострить свой музыкальный слух, ибо ошибиться нельзя, иначе можно выбыть с заветной дорожки. Без сомнения, на самой игре школьники узнали больше информации, чем из любого другого источника, поскольку на ней присутствовали те, кто лично знает музыкантов. Умники и умницы набирают все больше популярности среди школьников Уфы. Впереди планируется еще несколько этапов. Ожидается, что игра может подняться до официального статуса Олимпиады и стать льготой для поступления в вуз. А победителями данного этапа стала команда СОШ номер 41 города Уфы. Именно они и будут участвовать в следующем этапе игры. Работа со школой – основная деятельность педагогических университетов. БГПУ ведет активную деятельность выявления одаренных детей, развития их способностей и помощи в подготовке к выпускным экзаменам и всероссийским олимпиадам. Так, в ноябре и декабре 2013 года в ВУЗе были организованы подготовительные недельные курсы ко всероссийским олимпиадам для учеников 9, 10, 11 классов. Здесь школьники смогли получить дополнительные знания помимо школьной программы. Умные каникулы оставили незабываемый след в памяти школьников по всей республике. Восторженные отзывы в социальных сетях и горящие глаза ребят – самое яркое доказательство того, что проект стоит продолжить. Многие ребята уехали домой с полной уверенностью. БГПУ – тот университет, в котором они станут настоящими профессионалами.